Это «Актуальное интервью» в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В Якутске откроется 4-й международный библиографический конгресс, приуроченный к столетию Национальной библиотеки республики. Форум пройдет под эгидой ЮНЕСКО и соберет ведущих экспертов в области библиографии, сохранения культурного наследия и цифровых технологий. Наш гость в студии Афанасий Ноев, министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Афанасий Иванович, здравствуйте. Добрый день, Петр. Рад вас видеть по столь значимому событию. Коль сколько мы говорим с вами в первую очередь про столетие нашей национальной библиотеки, хочу спросить вопрос немножко каверзный. Вы когда сам были, насколько давно были в библиотеке, вот именно с целью того, чтобы взять там книгу почитать? Я практически каждую неделю бываю в библиотеке или уточняюсь по литературе, потому что мне приходится как министру культуры и духовного развития готовиться по разным направлениям, готовиться выступлениям и, конечно, изучать и историю, и культуру, и разные науки, которые связаны с развитием нашей республики, России. Буквально я вот прошлой неделе готовился к выезду для участия в Санкт-Петербургский форум культурный, так, и, конечно, там разные темы сотрудничества, и тоже пришлось посмотреть, какие актуальные темы обсуждают мои коллеги, зарубежные министры культуры. Это к чему я веду? К тому, что за столетие библиотека очень сильно трансформировалась и видоизменилась. Из книгохранилища, места, где можно взять, почитать книгу, получить новые знания, это сегодня еще же и образовательные инициативы, и цифровые платформы. Вот на ваш взгляд, как за столетие, за век изменилась сегодня суть, миссия самой библиотеки? Вообще, Национальная библиотека была создана 14 сентября 1925 года решением Совета народных комиссаров Якутской АСР под председательством Максима Кировича Амосова, для того, чтобы именно была создана у нас научная база для изучения комплексного развития молодой советской социалистической республики, так? И у нас не было действительно научной базы, и 90 учреждений молодой советской России тогда помогали Советского Союза создание именно нашей библиотеки, так, которая сейчас является одним из фундаментов и одним из самых востребованных научно-образовательных центров не только Якутии и Дальнего Востока. У нас же хранится около 2 миллионов фонда. Только национальной библиотеки, не считая у нас республиканские библиотеки районов, населенных. У нас вообще 504 библиотек по всей республике, а головной у нас именно национальная библиотека, которая отмечает столетний юбилей. Этим мы гордимся. Так, и, конечно, библиотека меняется. Если в начале 20-х, 30-х годов прошлого века была именно задача, ставилась именно образовательная и научная, так сейчас у нас задача не только образовательная, научная, культурная, там развитие населения, так у нас век меняется быстро, так и, например, вам, Петр, да, или мне надо найти любую тему очень быстро, посмотреть для того, чтобы быть в теме и научной, и вообще любой теме, да, нужна именно библиография. И в этом плане Николай Николаевич Грибановский, человек, который основал именно библиографическую основу нашей научной библиотеки, являлся человеком глубоко научным и одним из фундаментов вообще развития библиотеки в России, который создал именно библиографию нашу, именно как научную. Поэтому у нас очень ценная библиотека, и оно быстро меняется сейчас. И, конечно, в нынешнем этапе развития библиотеки надо сделать так, чтобы электронный каталог, да, и цифровизация, оно было именно в ногу изменений времени. В этом плане сейчас то, что делается Национальной библиотекой, например, последние годы, оно является одним из примеров для России, так, потому что мы в столетие республики создали именно Центр цифровизации нашей национальной библиотеки, именно культуры, языка народов нашей республики. Так, мы создали при поддержке Министерства культуры Центр консервации и реставрации, который способствует сохранению уникальных рукописей, уникальных книг старинных, да. Поэтому у нас делается это для того, чтобы читатель наш, да, именно ориентировался
нынешнем развитии науки, мира, цифровизации, там, интернета быстро и мог быть передовым специалистом в любой части, потому что библиография является мозгом вообще библиотеки. Так? Поэтому вот я не совру, да, но именно созданием нашей библиотеки научные исследования и вообще развитие республики получило мощный толчок именно благодаря тому, что все работы собирались в нашей библиотеке, и ученые с любого мира или специалисты могли ориентироваться по развитию нашей республики. Афанасий Иванович, вы сами меня подталкиваете на каверзные вопросы. Нет ощущения, что с развитием интернета, с той самой цифровизацией, о которой мы очень много говорим, она же и стала своеобразным камнем преткновения для развития библиотек. То есть, ну вот сейчас современному молодому человеку, подростку, разве он пойдет в библиотеку, он же откроет телефон, любой браузер, выход в интернет. Сейчас в любой браузер встроен искусственный интеллект, который сам все порешает, никуда вообще идти не надо, никаких лишних движений, вот тебе ответ на тарелочке. Я так понимаю, для любых библиотек это один из главных вызовов. Вот противостояние прошлого и будущего. Наоборот, библиотека сейчас помогает любому человеку найти любую информацию. Так? В этом плане наша библиотека перешла на электронную работу. Так? И в этом плане именно даже мы сейчас работаем над внедрением последние 4 года искусственного интеллекта, который помогает именно изучению родного языка якутского, так, языка, который мы конкретно сейчас, да, и наполняется именно с помощью наших специалистов, например, контент якутского языка национальной библиотеки, и искусственный интеллект может с помощью наших детей, молодежи, читателей вместе работать и создавать фон, который будет именно, оно идет так, наполняться, и в скором времени, например, искусственный интеллект уже будет читать вместе с читателем на якутском, на венкийском или на юкагирском языке, потому что мы работаем над созданием вообще и решением проблемы сохранения родных языков коренных малочисленных народов Севера, Дальнего Востока. Их где-то 40 языков, и наша библиотека является одним из центров концентрации именно изучения, сохранения родных языков. Да? И в этом плане наши читатели, люди тоже помогают в этом плане. И буквально вот в прошлом году мы начали изучение представителей, например, жителей нашей республики или людей, которые приехали из других регионов, не знают якутский язык, и с помощью методики Юрия Дмитриевича Петрова мы начали изучать эту методику и будем развивать и другие языки в этом плане. То есть сегодня к библиотеке добавилась еще одна важная, кроме просветительской и многих других функций, еще и такая социо-этнокультурная миссия сегодня у библиотеки. Афанасий Иванович, давайте поговорим с вами о важном, о чем мы еще кратко обозначили в начале, конгресс под эгидой ЮНЕСКО, 4-й, причем важно отметить, международный библиографический. Какое значение он имеет для нашего региона, для библиотечной системы в целом? Почему совпали эти две даты? В 2010 году в Санкт-Петербурге проводили первый библиографический конгресс, а Санкт-Петербург является культурным образовательным центром России и мира, и не зря тогда начали именно обращать внимание на развитие библиографии, потому что я уже говорил о том, что именно мозг библиотеки – это библиография. Так? Поэтому именно век, когда идет развитие цифровизации, развитие интернета, и для того, чтобы человек мог в этом мире, в большом мире информацию получить конкретную, точную цифру или там контент, именно только библиотека помогает. То, что вы говорите, найти можно там в любом источнике, смартфоне данные, оно все равно идет через библиотеки, через научные учреждения, которые работают, а у нашей библиотека, безусловно, работает над созданием научного контента, знания о Якутии, о жизни в Якутии, о людях Якутии, о людей труда. В этом плане Национальная библиотека сотрудничает, работает вместе с Академией наук Республики, Институтом гуманитарных исследований. Так?
И мы проводим библиографический конгресс уже в России 4-й раз. После Санкт-Петербурга было в Москве. И в научном центре России, это в Новосибирске, именно Академгородке Новосибирска, да, под эгидой именно научной библиотеки Академгородка. И нам дали возможность именно в Дальнем Востоке, северо-востоке России провести первым такой библиографический конгресс, который совпадает с юбилеем нашей библиотеки. Да, это очень символично, потому что не я говорю о том, что то есть ценность нашей научной библиотеки именно в изучении нашей республики, продвижении нашей республики, и чтобы люди знали о нашей республике больше, чтобы мы могли гордиться, могли развиваться. И коммуникативный эффект того, что мы поддерживаем библиотеку и проводим библиографический конгресс, оно будет идти не сейчас прямо, да, а оно будет уже через год, через 2 года. Ну, такой задел на будущее. Да, получается. мы делаем задел на будущее, и мы будем презентовать перед нашими коллегами, какие новшества мы вносим на развитие библиотеки, библиографии Российской Федерации, нашей страны, и, безусловно, с использованием именно искусственного интеллекта. И продуктов цифровизации. Конечно. Афанасий Иванович, в заключение совсем коротко, даже, наверное, одним словом, будущее библиотеки, я понимаю, что она продолжит еще жить, наша национальная библиотека, в целом библиотечное дело. Вот можно ли сегодня представить, каким будет в следующем веке национальная библиотека? Какой? Одним словом. Это общественное пространство, где человек может, не переходя в здание библиотеки, получить именно информацию, которую он хочет изучить, которой он интересуется, да. И, безусловно, мы сейчас занимаемся над тем, чтобы библиотеки были именно общественными пространствами, привлекали людей, не только читающие там, которые хотят читать книги, журналы, но чтобы именно с использованием новых технологий, новшеств, которые вносятся в нас в жизнь. Ну что ж, я уверен, так и будет, тем более, как, что называется, в знаниях сила. Афанасий Иванович, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Это было актуальное интервью. До встречи.